Педиатр и 2 терапевта. Эти специалисты пришли в команду Кайгородской больницы в этом году. В списке новичков и акушер-гинеколог Арина Данилова. Сегодня она работает в стационаре, берет на себя выездные приемы в передвижном ФАПе. Такая нагрузка молодого специалиста не смущает. Еще когда поступала в медицинский вуз, понимала, ситуация с кадрами в родной ЦРБ непростая. Обучалась в городе Архангельске, 6 лет это лечебное дело и 2 года ординатура, акушерство и гинекология. Все обучение проходило на целевой основе. Я сама родом из Кайгородка и всегда хотела вернуться в свое село. Здесь все мои близкие проживают. Если с врачами в Кайгородке частично проблему решили, то со специалистами со средним медобразованием все куда сложнее. Выпускники Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Морозова активнее трудоустраиваются в городские больницы и поликлиники. Каждый год колледж выпускает около 300 специалистов. И здесь даже запустили отдельный проект по продвижению среди выпускников именно районных больниц. С сельскими ребятами дополнительно мы еще реализуем проект, который называется «Моя малая родина». Мы приглашаем для ребят, приехавших из отдельных сельских территорий, представителей районных администраций, представителей центральных районных больниц и землячеств. И если такие встречи проходят интересно, тепло, и ребята проникаются тем, что они нужны, что их ждут, они, конечно, возвращаются на свою малую родину уже востребованными специалистами. Сыктывкарский медколледж – основной поставщик кадров для территориального центра медицины катастроф республики. Работают здесь и выпускники Ухтинского медколледжа. За последние 4 года больше полусотни фельдшеров пришли в службу скорой помощи. Решается вопрос и с врачами. Выручает Сыктывкарский госуниверситет. С прошлого года вуз открыл ординатуру по анестезиологии и реаниматологии. Не секрет, что специальность анестезиолога-реаниматолога, врача-анестезиолога-реаниматолога очень востребована в республике, является дефицитной. Поэтому было принято решение открыть ординатуру по данной специальности. Она открыта на базе Центра медицины катастроф. В этом году уже у нас 2-й год коллеги наши обучаются, пока это 4 человека, но уже первый курс это уже 8 человек, и эти специалисты будут направлены в медицинские организации республики. Сегодня один из самых действенных механизмов привлечения кадров – программа «Земский доктор». Но есть свои ограничения. Так, к примеру, действие программы не распространяется на Воркуту. Численность населения превышает 50 тысяч человек. А потому с 2021 уже из регионального бюджета врачам, приехавшим в Заполярье, выплачивают подъемный 1 миллион. 30 специалистов уже дополнили штат Воркутинской больницы. В целом у нас выстроенная система по привлечению, адаптации кадров. Также у нас работает такой хороший инструмент, как наставничество. В целом это позволяет нам закрывать наши кадровые потребности. В настоящее время они по каким-то направлениям сохраняются, но в частности по врачам скорой медицинской помощи и по врачам, участковым терапевтам. Но в целом по узким специалистам и по другим направлениям деятельности кадровый вопрос мы для Воркуты закрыли. Только в этом году медицинские вузы закончат 102 целевика и контрактника. При этом в 2023 в больнице Коми уже пришли 68 молодых специалистов. Сегодня по уровню обеспеченности медицинскими кадрами республика находится на 18-м месте в стране. Показатель неплохой, но есть куда расти. Виктория Палкина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.